Свалка горит не переставая вот уже несколько часов. Повсюду плотные клубы дыма. Через пару минут саднит горло, а во рту ощущается сухость. Дышать горящими ароматами свалки просто невыносимо. Что было бы здесь в летний жаркий день, страшно представить. Первыми возгорание заметили водители, которые проезжали по федеральной трассе «Кавказ». Они и обратились в Министерство природных ресурсов Ингушетии. Специалисты выехали на место, чтобы оценить обстановку. Нарушение правил безопасности или умышленный поджог? У сотрудников есть предположение. Когда мы завозим отходы, мы их уплотняем бульдозером, завозим под грунт, закрываем, укатываем бульдозером, дальше уже опять идет слой отходов. В этом случае, если загорятся отходы, загорится только первый слой, сгорит только первый слой. А вот дальше уже будет грунт, который будет препятствовать возгоранию остальной части отходов. Здесь мы не видим послойное уплотнение, здесь просто хаотично сбрасываются отходы. И в результате этого, конечно, у нас имеется такое обширное возгорание. Впрочем, и тушить такой пожар совсем непросто. Большинство отходов лежит в пакетах, поэтому вода здесь бесполезна. Ликвидировать возгорание способен лишь грунт. Однако тлеть мусор может годами. Объект федеральный и принадлежит компании «Экосистема». Контролирует территорию Росприроднадзор. Сегодня официально отправим обращение в Росприроднадзор, чтобы они могли выехать и на месте непосредственно взять пробы, в том числе и пробы воздуха, и применить нашему рекоператору, который является собственным полигоном, меры административного воздействия, если будет необходимость, и привлечь другие контролирующие органы, в том числе и правоохранительные. Специалисты называют возгорание экологическим преступлением. Под огонь попадают изделия из пластика и упаковочная тара. Настоящий коктейль из токсинов и тяжелых металлов. При сжигании полимеров происходит выброс диоксинов. Это опасные вещества, запрещенные международными конвенциями. Соответственно, они влияют и на здоровье человека, и на окружающую среду. И здесь непосредственно необходимо также принятие мер реагирования в части нарушения санитарных эпидемиологических требований, помимо экологических требований. Почувствуют ли запах жителей близлежащих домов, зависит только от направления ветра. Это уже не первый случай. 5 гектаров полигона с мусором частенько загорается и тлеет. По словам местных жителей, предыдущий пожар был всего несколько недель назад. Этот дым нам очень мешает, особенно детям, когда они играют на улице, очень тяжело. Жаловались, писали заявления и в администрацию, и еще и в Минприроды, и в прокуратуру. Все уже жители как-то уже, не знаю, смирились с этой ситуацией, что никак не могут избавиться от этой проблемы. В течение нескольких недель специалисты намерены выстаивать мусор, прежде чем он пройдет утилизацию, чтобы минимизировать количество непредвиденных ситуаций. Хава Газикова, Мухаммад Дарсигов. Новости 24.